Всем привет! Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня погода холодная, ветерок чуть-чуть. У нас сегодня минус 20. Очень много снега. Шел снег вчера целый день. И мы с мальчиками все перекидали. Что, Машенька? Машенька, Кирюшу хочешь поцеловать, что ли? Это подписчиков моих целует. Шмок, говорит. Шмок, да? Машенька, да, шмок, шмок. Сейчас мы с Кирюшей приведем тебе жениха. Ласковая ты наш. Не замерз? Нет. Как вкусно хрустит под ногами снег. Да? Да. Уже вечер. Кругом снег, красота. Снег хрустит под ногами. Проехал сегодня трактор. Дорогу почистили. В этом году аккуратно чистят дорогу. Вовремя. Вон на горе елки. Природа красивая. Снега много, да? Да. Снега много, достаточно. Еще будет снег. Но холодно. Вечером стало еще холоднее. Чуть-чуть ветер, поэтому, наверное, кажется холоднее. Мы идем пешком. На машине не поедем. Это наша улица. Никого на улице нет. Все дома сидят. Было бы лето, люди ходили бы на улице. Пошли бы лисят, утят. Работали бы в огороде. А так дома все сидят. Некоторые баню топят вон. Дым идет. Дорога довольно далекая. Где-то километров 1,5, наверное, есть. Но ничего, мы дойдем пешком. Ничего страшного. Да, сейчас на Колхозный идем. Наша улица Матросова. Потом дальше. Вон улица Колхозная. Дома все у нас, хотя в селе, все ухоженные, красивые. Люди стараются красиво жить. Материалов сейчас много.
Лишь бы были деньги. Тебе не холодно? Варежки одевай. Здесь тоже почистили дорогу. Машинам ездить легко, удобно. И вообще у нас дороги хорошие в Башкирии. Добросовестно ухаживают за дорогами. Что и радует нас. Вот куда бы ни смотрели, везде ухоженные дома. А там? И там везде ухоженные дома. И заборы красивые. Посмотри, красоту сделали. Какую красоту? Вот же какая красота. Очень же красиво. Да? Вон там улица Гагарина. А вот здесь поле. Там есть речка небольшая. Когда у меня были гуси, я сюда приводила их. Утром приводила. Они целый день там паслись, и приходила, я их забирала. Каждый день вот так. Где-то 1,5 километра расстояние. Туда и обратно. Вот здесь тоже улица Гагарина. Продолжение. Наш жених здесь живет. По этой улице Гагарина. А вон хозяйка вышла. Хозяйка нашего жениха. Сейчас мы у нее заберем. Она, наверное, вышла ухаживать за козами. Ай, Жеев. Biz икеу hazır. Икеу biz. Привет. Привет, хозяйка нашего жениха. Ну да. Ну да. Мартин. Konakta yerde lu. Мартин. Не шатасың әлі? Мен бит анау шатан барғаш. Yara yara. Oğlum benle на всякий случай. Мартин. Привет, Мартин. Какой ты красивый. Только щеку, ага, только щеку, только нету. Красавец. Не, точно мужик инде. Мужик. Мужик, айда. Мужик, айда. Там тебя Машенька ждет. Вот наш Мартин. Айда. Мартин, иди, иди. Впереди. Ой, Мартин захотел сухую траву. Айда, пошли. Там есть в сарае сено вкусное, овес, все есть. Айда. Пошли. Пошли, Мартин. Мартин, айда. Мартин, пошли. Ах, хулиган. Все, рога какие большие. Вот уже дошли до нашей улицы. Мартин, айда, айда. Мартин, пошли. Рога у него интересные. Большие в этом году вырос Мартин. Ах, Мартин, ах, жених. Повзрослел жених наш. Вон там Владик идет домой. Поздоровайтесь с женихом-то. Ой, боятся. Ох ты, Мартин. Чё, Маша, не узнала своего жениха? Узнала.
А ты что на молодых заглядываешь, а? Ах ты козел! У тебя Машенька, а ты на молодых заглядываешь? Ах ты хулиган! Козел, он и есть козел. Есть невеста, заглядывает на молодых. Ух ты! Обиделся он. В угол встал, я отругала его. Он обиделся. Сейчас овес положу. Угостим. Покушаешь, отдохнешь с дороги. Теплой воды вынесу, сено вкусное положу. Не обижайся. Моих девочек не обижай. Че уговариваешь, Маша? Жениха уговариваешь? Какой он хитрый. На молодых заглядывает. Я для Машки привела. Набираю баню святой воды. Суббота будет баня. А вы, мои хорошие, взяли воды? Все, на улице дела закончили. Ночь. Доделаем дела дома. Мартина привели. Послушный, сам шел. Повзрослел. Ходили мы набирать святой воды. Юля, Салават, я. У нас в Стерлибашеве есть родник. Мы ходили с 18 на 19. Мы каждый год оттуда берем воды. Обычно я на улице обливалась святой водой. Прямо набираю холодной воды, целое ведро, и обливалась. В этом году я не стала обливаться, боялась. В Красноусольске есть открытые бассейны. Обычно мы там ныряли. Но я, конечно, думала, что поеду в Красноусольск, искупаюсь, сниму видео. Ну, что-то передумала. И здесь не стала обливаться. Сейчас уже года идут. Опасно. А вы, мои хорошие, набрали святой воды? Напишите мне в комментариях, кто куда ходил за водой. Мы поехали набирать воды родник, а там одни мусульмане берут, а русских вообще нет. Я готовлю холодец. Варила сегодня долго. И мотолычки, и мясо. Напишите, пожалуйста, мне, кто купался в проруби. Кто-то обливался. Кто-то просто воды набрал. Я сейчас и в бане набрала святой воды. Буду топить баню в субботу. Будем купаться. В последнем влоге, когда я ездила к сестре, беседовала с ней, я снимала видео, выкладывала. И там в комментариях одни только хорошие пожелания. Ко мне зашли только добрые подписчики и зрители. Спасибо вам, мои дорогие, за ваши пожелания. И вы тоже будьте счастливы. Не болейте. Кто болеет, выздоравливайте. Живите долго-долго и счастливо. Спасибо вам, мои дорогие, что вы с нами вместе радуетесь, что у меня дочь и Андрей купили машину. Да, купили машину, пусть получат права, пусть ездят. А без машины вообще тяжело. Я не представляю, что бы я делала без машины. Постоянно на такси и кого-то просить, это очень тяжело. Скоро начнут у них крышу делать и весной сдадут. Заселятся они и будут жить и радоваться. Они очень ждут. Хорошо, что есть интернет, хорошо есть видео, хорошо есть YouTube. Я как будто каждый день нахожусь с ними. Все вижу, что они делают, как строится, где строится. Разговариваем
по видеозвонку. Это очень хорошо, особенно во время пандемии. Да есть у меня подписчики, которые пишут, что родственники живут в разных государствах, что из-за пандемии они не могут в гости приезжать и радуются, что есть интернет, что можно разговаривать по скайпу. Да, действительно, очень хорошо. Я надеюсь, что эта пандемия скоро закончится, и все сможете в гости к друг другу ехать, радоваться. Ну, на этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Желаю всем здоровья, любви и удачи.